Здравствуйте, это новости Татарстана. Мы подводим информационные итоги дня в студии Лина Зинатуллина. 6 пострадавших после атаки дронов на Алабуга-Политех остаются под присмотром медиков Елабужской ЦРБ. У всех положительная динамика. В результате взрыва в Алабуге пострадали 14 человек, в том числе 2 подростков. Они госпитализированы в ДРКБ. В результате атаки беспилотников на общежитие Политеха пострадали граждане 9 стран. Атака беспилотников на Татарстан могла быть знаком. Республика должна защитить себя. Необходимо скоординировать силы для защиты, где-то усилить наблюдение и охрану. Об этом сегодня заявил Рустам Минниханов на заседании правительства Татарстана по вопросам энергоресурсоэффективности. Вчерашняя ситуация, она говорит, какие участки самые у нас поражаемые и ощутимые. Конечно, энергетика. Это, конечно, наше производство, они все работают на энергетике. Вот ничего делать не надо. И это враг чувствует. Вчера просто такая, урожай, наверное, вот из-за того, что урожай и пост православный, Всевышний нам дал шанс. Значит, очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать. Но не надо ждать, что у нас противоракетная оборона, она сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы. Большая вода начинает прибывать. Из-за активного таяния снега в нескольких районах республики из берегов вышли реки. Так, в Азнакаевском районе подтоплен мост через Ик в сторону села Куштиряково. Движение по нему временно закрыто. В Буинском районе паводковыми водами подтоплены сразу 2 низководных моста у сел Кият и Черки-Кельдуразы. Уже второй день в эпицентре половодья село Исаково. Ирина Васильева о том, как местные жители сражаются со стихией. Улица Зеленая превратилась в улицу Грязная, приняв основной удар стихии. По словам сельчан, вода поднималась на глазах. Вообще кошмар был, кошмар, да. Это был какой-то кошмар. У меня затопило территорию около гаража, а у сестры, она живет рядом, весь погреб в воде. Оттуда картошку и лук дуршлагом вылавливали. Напугавшие исаковцев весеннее половодье спустя день выглядит следующим образом. Как видим, количество воды значительно уменьшилось, однако поток воды по-прежнему очень сильный. Чтобы перейти на другую сторону, не помогут даже резиновые сапоги. Жители своими силами расчистили пути отхода воды. Местные власти выделили экскаватор, чтобы прокопать отводную канаву. Мы не ждали такого паводка в этом направлении. Паводка у нас наступила на эту улицу Зеленая в Исаково. Хотя мы очистили, все трубы были очищены, и все дороги были, но мы в таком состоянии не ждали. Подпол почти полный, чуть-чуть остался. Вместо солений и варений подпол дома Розалии Хайбуллиной полон грязной воды. Поток хлынул в деревню накануне. Все, весь залило нас, все кругом, и двор, и все там, до крыльца дошло. Все прям текло туда. Подпол тоже полный. Там картошка у нас, и соленье, варенье, все там у нас. Да, все вынесли. Сегодня в Буинском районе паводковыми водами подтоплены низководные мосты у сел Кият и Черки-Кельдуразы. Перелив составляет 15 сантиметров. Движение временно перекрыто. Полюбоваться большой водой собираются со всей округи. Мы каждый год стараемся приезжать, смотреть. Вот вчера приезжали, еще ничего не было. Красиво, конечно, зрелище такое интересное. То, что мост низкий, его затапливает каждый год. Жители там соседнего села, Киять, они не могут переехать. На работу им нужно в объезд ездить. Транспортное сообщение с населенными пунктами не нарушено. Есть объездные пути с твердым покрытием. Угрозы подтопления нет. Жилые дома и приусадебные участки, объекты экономики и социальной сферы не подтапливают. Вопросы жизнеобеспечения населения, такие как противопожарное, продовольственное и медицинское обеспечение, предусмотрены. Эвакуация людей не требуется. По словам исаковцев, им нужно продержаться до конца недели. Дальше вода пойдет на спад. Но по республике все только начинается. Ирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Буинский район.
В этом году в зону подтопления в республике попадают 32 населенных пункта. Под водой рискует остаться больше 1000 домов. Это почти 2500 человек. Это населенные пункты в Высокогорском районе. Здесь большая вода придет в 7 сел, в которых проживают 765 человек. В Бавлинском паводок охватят деревни Уба и Исергапово. В Балтасинском районе под угрозой подтопления Балтаси, Бурнак и Карелина. В Лениногорске почти 200 жителей. В Ютазах 165. Месяц остается в республике до начала мотосезона. Перед его стартом всем любителям быстрой езды в госавтоинспекции напомнили правила поведения на дороге. Сегодня в Татарстане 15 тысяч единиц мототранспорта. Только за прошлый год их стало больше на 1000. Также растет печальная статистика. Так, в Казани в 2023-м произошло в 2 раза больше ДТП с участием байков. 4 погибли. О пути решения проблемы Рамиль Галиуллин. Мы как к этому относимся более-менее спокойно. Так приводит в порядок к очередному мотосезону своего двухколесного коня Вячеслав Саватин. Несмотря на 15-летний стаж, прежде чем выехать на дорогу, проверяет исправность техники и наличие экипировки. На мотоцикле нужно более ответственно относиться к таким вещам. И важный фактор является то, что многие не осознают реальной опасности и начинают использовать это транспортное средство как инструмент для гонок и так далее. Правила дорожного движения написаны все-таки они для всех. Ежегодно ценители скорости с нетерпением ждут, когда откроется мотосезон. Это середина мая. Новый мотосезон не за горами, а это значит, что на дорогах нужно быть бдительнее и автомобилистам, смотреть по зеркалам, включать поворотники и избегать резких маневров. Невнимательность на дороге и превышение скорости – именно это самые частые причины ДТП с мотоциклистами, подчеркивают автоинспекторы. Смертельная авария произошла в июле 23-го. Водитель байка превысил скорость и на полном ходу влетел в перестраивающуюся легковушку. Он погиб. В прошлом году только в Казани произошло 63 аварии с участием двухколесного транспорта. 18 по вине самих мотоциклистов. Погибли 4 человека. Еще 69 пострадали. За год печальная статистика возросла в 2 раза. Здесь есть ряд причин. Основная – это, конечно же, грубые нарушения правил дорожного движения. Кроме того, росту аварийности способствовали продолжительный мотосезон прошлого года, который продлился буквально с апреля по октябрь. И в целом тенденция увеличения количества мототранспорта на дорогах. Сегодня в республике 15 тысяч мотоциклов. Зачастую нарушают неопытные водители. Трагедией едва не обернулась поездка в октябре для 15-летнего парня за рулем питбайка. Он столкнулся с легковушкой и получил травмы. Техника была подарена родителями. ГИБДД призывает их перед покупкой таких подарков еще раз взвесить все за и против. С каждым годом, опять же, становятся популярны эти внедорожные мотоциклы и питбайки, особенно среди подростков. Поэтому еще раз, пользуясь случаем, обращаясь к родителям и лицам, которые планируют использовать разные мотоциклы, особенно внедорожные, о необходимости строгого соблюдения установленных правил. За прошлый год в Казани выписали почти 3000 штрафов на мотоциклистов. Больше половины за превышение скорости. Почти не нарушают правила байкеры в юбках. Проходит какой-то определенный период в жизни, когда человек покупает мотоцикл, он изначально считает, что ему все должны. Потом проходит какое-то время, он немножечко попадал, постукался, в зеркала поврезался, и мнение категорически меняется. То есть сейчас, на сегодняшний день, я, когда выезжаю на дороге, я в первую очередь считаю, что я всем должна, я должна думать за всех вокруг. Несмотря на потенциальную опасность на дорогах, автомобилисты относятся к двухколесным соседям спокойно. По-разному. Бывает, что мешают, бывает нормально все. Сосуществуем. Я не сталкивалась с такой ситуацией, чтобы они меня как-то... я с ними контактировала, но опасность есть, да. Потому что между рядами, когда проезжают, их не всегда видно. Переживаешь не только за себя, но и за человека, который может проехать рядом. Свой мотосезон скоро начнется и у автоинспекторов. За порядком на дорогах будут следить мотобатальоны. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Один из самых медийных руководителей возглавил сегодня Кировский и Московский районы Казани. Этим утром коллективу представили Владимира Жаворонкова. Впервые у руля Кировского и Московского районов стал врач в 4-м поколении. Первая запись в трудовой книжке которого появилась в 20 лет. Какие задачи Владимир Жаворонков получил как глава территории с населением в 250 000 человек? Репортаж Алии Хайрудиновой.
Кировский и Московский – одни из самых больших районов столицы. Это индустриальный центр города. Его трудовая история берет начало с 17 века, когда по приказу Петра I основали Адмиралтейскую слободу. Здесь работает пороховой, один из старейших предприятий республики. В 21 веке новыми точками роста стали также Адмиралтейская слобода, микрорайон Салават-Купере, Юдино. Сейчас этой большой территорией будет руководить Владимир Жаворонков. Сегодня, представляя его коллективу, мэр Казани признался, подобрать кандидатуру было непросто. Кадры решают по-прежнему все. Я всегда очень трепетно подхожу к этому вопросу. Но в этот раз мы очень долго советовались и долго совещались. Важно было продолжить поступательное развитие. Политсовет мэрии кандидатуру Жаворонкова утвердил единогласно. Когда случилась пандемия, у нас не было опыта. И для меня одним из тех людей, на которых мы опирались в этой работе, вместе во главе с нашим президентом, тогда президентом, а ныне Раисом, был Владимир Владимирович Жаворонков. Впервые о Владимире Жаворонкове общественность узнала после его победы в конкурсе «Лидеры России». Тогда, в 2019-м, молодой онколог, врач в 4-м поколении, вошел в кадровый резерв Раисы Татарстана и занял пост начальника Горздрава. Должность впервые получила статус заместителя министра здравоохранения. Началась пандемия. Именно Владимир Жаворонков в ежедневном режиме знакомил татарстанцев с ситуацией в республике. Работа по своим целям и задачам тождественна той, с которой я пришел, потому что во главу угла ставится всегда человек. Говорить о том, что вот сейчас у нас есть возможность сразу сказать, что задача номер 1 это ливневки, задача номер 2 это снег. Нет, сейчас я такого, конечно, не могу. Это надо максимально глубоко погрузиться сейчас в те процессы, которые крайне боеспособная команда Кирмоса осуществляет ежедневно. За 15 лет в районах произошли кардинальные изменения, говорит Ильсур Медшин. Ремонтируют дороги, строят парки, обновляют дворы. Он отвечает за все, он на передовой, он на земле. А для кого-то это было неожиданным. Мы там читаем, что врач, но, знаете, две профессии есть, перед которым я всегда преклоняю голову. Это учитель и врач. Это те люди, которые служат людям, и для этого надо иметь призвание. Всему остальному можно научиться. У жителей уже есть наказы к новому руководителю. Ну, самое главное, чтобы транспорт хорошо ходил. Общественный, я имею в виду. Дворы, наверное, то, что площадок нет вообще детских. Стоят чисто машины, неудобно, если с детьми вот гулять. Ну, во дворах вот в этом году снег плохо убирали, а так было нормально все. Чтобы чище было в районе, чтобы транспорт был лучше. Вот, во дворах, чтобы был порядок. За время работы Владимира Жаворонкова Казань стала лидером по естественному приросту, обогнав Москву и Санкт-Петербург. В городе заработал социальный проект «Спасибо врачам». Успешно проявила себя система мониторинга беременных женщин и сердечников. Алия Хайрудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Обвинение из будущего и беглый француз. Почему суд Казани вернул прокурорам дело лидеров 3 ОПГ? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Передовые достижения энергетики России и зарубежья представили сегодня в столице Татарстана. С участием Рустама Минниханова на Казан-Экспо открылись Татарстанский международный форум по энергетике и специализированная выставка «Тат Энерджи Экспо». Показать свои разработки и найти партнеров приехали более 80 компаний из 2 десятков регионов страны, а также Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Дмитрий Аренин продолжит. За открытием форума сразу открытие 4 автозаправок, газонаполнительных и криогенных. По видеосвязи о готовности доложили из Елабужского, Мензелинского, Пестричинского и Лаишевского районов. Уважаемый Рустам Галиевич, просим вас дать разрешение на запуск станции. Запуск разрешаем. Теперь в республике будет 47 заправок на природном газе. Это плюс для экологии и экономики. Рустам Минниханов отметил, развитие энергетики – один из приоритетов Татарстана. В республике ведется активная работа по модернизации производства за счет внедрения современных технологий и оборудования. Реализуются проекты по развитию использования газомоторного и электрозарядной инфраструктуры. Республика готова делиться накопленным опытом, и мы открыты для диалога и совместной работы во всех этих
сферах. Энергетическая выставка в Татарстане за четверть века уже стала одной из крупнейших в стране. Представить достижения в этом году приехали более 80 компаний из России и зарубежья, а также эксперты и руководители отрасли. Начало форума – это есть определенный праздник, стоит достаточно большая деловая программа. Поэтому я желаю со своей стороны вам плодотворной работы, хорошей дискуссии. В прошлом году доля отечественной продукции в этом сегменте достигла 80% на нашем рынке, а объем производства увеличился почти на треть по сравнению с 2022 годом. Новинки энергетики расположились в павильоне площадью более 5000 квадратных метров. И здесь и миниатюрные кусачки, и многометровые установки. Производят специализированное оборудование, позволяющее импортозаместить и развивать это направление. Зеленодольская компания здесь представила импортозамещающее снаряжение для работы под высоким напряжением. Благодаря этому на время работ можно не отключать электричество. Быстрее экономия денежных средств, и получается, потребитель всегда имеется у них напряжение, свет. Уникальная модель, такой второй не существует в природе. Белорусские промышленники на этом форуме уже получили гран-при за разработку указателя высокого напряжения. Устройство 3 в 1. Кроме прямого назначения, еще фонарь и определитель исправности. Стандартно для этого существует отдельно, покупается устройство, которое проверяет указатель. Наш указатель проверяет сам себя целиком. Особенность этого распредустройства, что оно полностью собрано на отечественных комплектующих. Такого результата казанские производственники добились, наладив сотрудничество с коллегами из Курска. Раньше всем заказчикам нужны были европейские комплектующие, немецкие, французские, но, к счастью, наверное, так получилось, что сейчас мы работаем с отечественными. Выставка и форум продлятся 3 дня, состоятся 30 деловых мероприятий. По итогам прошлого года более 80% участников нашли новых партнеров, и каждая 3-я компания заключила выгодные контракты. Соглашения подписали и сегодня. Дмитрий Арин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. На полях энергетического форума состоялось заседание комиссии Государственного совета России по направлению энергетика. Его провел губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. В совещании участвовал Рустам Минниханов. Обсудили стратегию госполитики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли. Как отметили, на рынке страны, в том числе и в Татарстане, возник дефицит отечественного оборудования, прежде всего турбин большой мощности. Как отметил Райс Республики, для решения этой проблемы часть вопросов нужно обсуждать на федеральном уровне. Необходимо, конечно, привлекать научную общественность, реализацию проектов по созданию отечественного оборудования. Это в части энергетических газовых турбин большой мощности и комплектующих. Как отметили на заседании, где вместе с Рустамом Миннихановым принял участие премьер Алексей Песошин, Татарстан – ведущий промышленный центр. В прошлом году потребление электроэнергии по республике превысило 33 миллиарда киловатт-часов. Почти все произвели у нас в республике. Татарстан успешно участвует в проектах Минэнерго России по использованию альтернативных видов топлива, в частности газомоторного. Как отметил Рустам Минниханов, необходимо развивать сеть соответствующих АЗС, а также инфраструктуру для электромобилей. Важной задачей является своевременное исполнение поручения президента России по программе социальной дегазификации. Сейчас газопровод доведен до границ почти 24 тысяч домовладений. И эти холода показали, мы холодная страна, у нас должно быть все с запасом. Работая по энергоресурсоэффективности и то, что мы 4 заправки, это тоже огромный ресурс. Сегодня мы газовые державы. Мы должны работать и по потреблению газа, и по переработке газа. Эти вопросы, они стоят на самом высоком государственном уровне. Сегодня в Москве в Совете Федерации открылась выставка историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Поволжья». Его создание поддержал Райс Республики в Год национальных культур и традиций. За полгода работы выставки в Казанском Кремле ее посетили 36 тысяч человек. Над проектом работали ученые, мастера и ремесленники из Татарстана, Башкортостана, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртии и Чувашии. Презентация в Совете Федерации – возможность показать Россию как страну с многовековыми традициями, где сохраняют и развивают самобытность каждого народа и региона. С торжественной церемонии открытия выставки репортаж Дины Газалиевой.
Сегодня в Совете Федерации на Большой Дмитровке очень живописно. Тут начала свою работу особенная выставка, которая яркостью и необычностью украшает день. Экспозиция посвящена теме традиционного костюма народов Поволжья. Экспонаты собирались очень тщательно, чтобы все было максимально реалистично. Вот этот путь торговый, мы его как бы тоже создали. То есть серьги сделали на севере, и они к нам пришли. И в 19 веке серьги сделали на севере, и они к нам пришли на ярмарке, и люди купили и носили. Одежда во все века несла в себе особые смыслы, уверены реставраторы и мастера. Это был и паспорт человека, и показатели его социальной принадлежности, и культурный код. Почему вот встречают по одежке? Да? Потому как выглядел человек, можно было считать информацию, получить эту информацию. А людям было важно донести эту информацию о себе, о своем мироощущении. Костюм – это всегда и духовная и материальная ценность. Это все создано по музейному образцу. В эти дни выставку могут оценить посетители и работники Палаты регионов страны. Сегодня прошла торжественная церемония открытия. Мы сегодня представили готовых 29 таких традиционных одежд. И мне кажется, это получилось. И вот площадка Совета Федерации, это главная площадка представителей субъектов Российской Федерации у нас в Москве. Здесь был неподдельный интерес со стороны сенаторов. Интерес и правда не маленький. Ведь почти каждому в душе отзывается то, как жили наши предки, что любили и что носили. Мастера с особым трепетом показывают гостям изюминки и самые красивые детали костюмов. Все мы имели возможность прикоснуться еще раз к той самой настоящей и любимой России, в данном случае через костюмы народов Поволжья, но той самой разнообразной и бережно хранящей свои традиции, свою культуру, свою историю нашей Родины. Выставочный проект, инициированный в Татарстане в 2021 году, позволил вместе работникам культуры и научного сообщества сотворить то, что уже было почти забыто. Придать новое дыхание музейным экспонатам из разных сельских музеев, восстановить историю и показать ее широкому сообществу, оформив в том числе и в красочный каталог. Эта выставка готовилась совместно с научным сообществом, и установили хорошие взаимоотношения между краеведами, учеными всех республик Поволжья. Это побудило общий интерес. И, наверное, эта выставка будет продолжаться, потому что сегодня речь шла о том, что было бы неплохо, чтобы и в рамках этих, вместе с этими костюмами были детки. Год семьи, но было бы это красивее. Будущее выставочного проекта самое светлое. И уже в мае в Москве планируется вновь выставить работы мастеров в рамках форума «Многоликая Россия». Дина Газалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Герой России, командир легендарного танка «Алеша» Расим Баксиков решил стать депутатом Госсовета. Сегодня он представил документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Расим Баксиков – сторонник этой партии. Как рассказал офицер, в парламенте он собирается представлять интересы военнослужащих и ветеранов. Герой родился в Казахстане. В 3 года его семья переехала в Татарстан. Он окончил Казанское танковое училище, затем служил по контракту. До этого в Госсовете из участников СВО был Эдуард Шарафеев. Он сейчас на передовой. Вообще я собираюсь представлять в Госсовете интересы и военнослужащих, и их семей, и участников СВО, и вообще всех ветеранов. Вот. Потому что есть некоторые моменты, которые нужно дорабатывать. Делегация Татарстана в эти дни находится в Башкортостане. Возглавляет ее вице-премьер и председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шейхразиев. Программа визита насыщенная: встреча с татарскими предпринимателями, знакомство с деятельностью национальных организаций. Первый город Туймазы. Рузаль Шарипов о том, как живут и сохраняют национальную идентичность татары Башкортостана. Республика Башкортостан, город Туймазы, граничит с Бавлинским районом Республики Татарстан. Сейчас здесь проживают 68 тысяч человек, половина из них татары. Гордость татар — Туймазинский татарский драматический театр. Он открылся в апреле 90-го года спектаклем «Ок-Колфак» по пьесе Мирхайдара Файзи. С тех пор артисты сыграли десятки постановок по произведениям татарских и башкирских писателей. Ежегодно выезжают с гастролями в Татарстан. Мы очень плотно общаемся и дружим с нашими
братьями с татарскими театрами, Мензелинским, Атнинским театром, Альметьевским, Набережно-Челнинским театром. Помогаем друг другу в каких-то решениях вопросов и постоянно стараемся друг к другу приезжать на гастроли. Чтобы сохранить и передать молодежи богатое наследие татар, в 2017 году в городе открыли Татарский общественный историко-культурный центр «Тюменяк». Здесь установлен бюст татарскому классику Габдулле Тукаю. Работают кружки театрального искусства, рукоделия, национальных песен и танцев. Открыта воскресная школа. 15 детей изучают родной язык. Миссия нашей школы – проявить любовь к родному языку. Именно татарскому языку. Прививаем любовь детям через народное творчество. Это загадки, прибаутки, считалочки, песни, танцы. С удовольствием дети ходят и изучают. Недалеко от города расположилась деревня Тюменяк. Здесь работает этнографический комплекс Бабай-Утарам. Каждый гость может увидеть, как выглядела татарская деревня, принять участие в мастер-классах по национальным промыслам. Еще один способ сохранения национального духа – совместные ифтары во время уразы. Вот и сегодня в этнокомплексе Бабай-Утары за одним столом собрались 150 мусульман из разных районов Башкортостана. От имени руководства Татарстана их приветствовал Василь Шейхразиев. Как говорит Рустам Нургалевич, раис Татарстана, забота о татарах, о родном языке – это наше главное дело. У других за нас сердце не будет болеть. И это касается всех народов, которые проживают на территории России. Человек может обойтись без родного языка, а вот народ без языка представить невозможно. И в вопросе сохранения нашей идентичности мы во многих вопросах опираемся и на мнение муфтиятов. Мы многие важные вопросы решаем рука об руку. Сегодня делегация Татарстана посетит столицу Башкортостана Уфу. Рузаль Шарипов, Лейсан Саитова, ТНВ, Башкортостан. Работать, не отрываясь от учебного процесса, и гарантированно трудоустроиться. Такую возможность дает студентам университет управления ТИСБи. ВУЗ – один из лидеров по подготовке профориентированных выпускников. Чтобы закрепить за собой этот статус, учебное заведение подписало договор о сотрудничестве с компанией «Тюбетей». Все будет хорошо. Новый образовательный проект – это научно-теоретическая база ТИСБи, подкрепленная практическими навыками группы компаний «Тюбетей». Такой симбиоз, по словам партнеров, залог успеха и востребованности специалистов в индустрии гостеприимства. Студенты захотят учиться в таком вузе, где с первых дней мы даем им специальность в руки в течение 4 лет. Они будут сотрудничать с компанией, в которую потом пойдут работать. Татарстан активно развивает внутренний туризм, и уже сейчас ощущается нехватка квалифицированных специалистов, в том числе в сфере общепита. ТИСБи и Тюбетей нашли способ, как взаимовыгодно восполнить дефицит. Взаимовыгодное сотрудничество для университета ТИСБи получает доступ к работодателю, и для компании Тюбетей, поскольку мы находим тех сотрудников, которые нам по профилю нужны. Практикоориентированное образование, оно действительно дает успешные плоды и дает возможность в сфере туризма и гостеприимства этим специалистам достаточно основательно обосноваться. Уже в этом году начнется набор на целевое обучение по специальности управления предприятиями общественного питания. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Бодрудиновым. А я с вами прощаюсь. До встречи. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Золотая устрица поддержит ваше мужское здоровье, хорошее настроение и уверенность в себе. Золотая устрица. Капсулы мужской силы. Шок-цена! Всего 149 рублей за 400 миллилитров мицеллярной воды «Эвелин». Весь апрель во всех магазинах улыбка радуги. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы.
Здравствуйте, Исянмисис, в студии Динар Бадрудинов. В Татарстане установилась теплая погода, однако местами пройдут дожди. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Кукмаре, Зеленодольске и Балтаси переменная облачность. В некоторых районах пройдет дождь. Температура днем плюс 10-11 градусов, ночью 4-5 градусов тепла. В Сетюшах, Камском устье и Дрожжаном облачно, местами с прояснениями. Временами осадки в виде дождя. Температура днем плюс 10-13 градусов, ночью 4-5 градусов выше нуля. В Чистополе, Мамадыше и Аксубаево будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура днем плюс 12-14, ночью 4-5 тепла. В Нижнекамске, Сарманово и Агрызе переменная облачность, осадков не прогнозируют. Днем плюс 11-14, ночью плюс 4-6. В Бугульме, Азнакаево и Бавлах температура днем 13-14 градусов выше нуля, ночью 4-6 градусов тепла. Здесь будет ясно и без осадков. Такая же погода ожидается и во всех туристических городах республики. В Свияжске температура днем плюс 11 градусов. Будет облачно, пройдет дождь, ночью плюс 4 градуса. В Болгаре днем плюс 9, ночью плюс 4. Здесь будет облачно, осадки прогнозируют только ночью. В Елабуге облачно, с прояснениями, без осадков. Температура 13 градусов тепла днем и 5 градусов тепла ночью. В столице Татарстана тоже будет облачно. Температура днем плюс 11, ночью 5 градусов тепла. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер южный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 60%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде. Будьте здоровы. Всего доброго. Күннәрегез уңышлы болсын.